После аварии вдовы шахтеров подняли вопрос о строительстве в городе храма в честь святой великомученицы Варвары, покровительницы горняков. Трижды помощь в возведении храма оказывала компания «Лукойл» в рамках конкурса социальных и культурных проектов Республики Коми и Ненецком автономном округе. О том, как в Воркуте идет строительство храма-памятника, в репортаже Александра Карепина. Сегодня строительная площадка на улице Гагарина занесена снегом. Работы здесь планируют возобновить летом. Храм-памятник по погибшим горнякам возводят в Заполярье всем миром на пожертвования жителей, предприятий и на грантовые деньги. Уже готов цоколь, поднят сруб, подведены коммуникации. В январе этого года в Воркуту привезли 5 деревянных куполов, большую часть средств на которые выделила компания «Лукойл». Они изготовлены в вологодской мастерской «Православные зодчие». Эти же специалисты будут проводить кровельные работы и устанавливать купола. Я хочу все сделать в таком стиле, именно древнерусского храмового зодчества, чтобы это все красиво, там и обналичка, чтобы была соответствующая. На территории строящегося храма создается и сквер памяти шахтеров. По сути, музей под открытым небом, который будет рассказывать об истории Воркуты. Этот проект игумен Николай воплощает в жизнь за счет выигранного президентского гранта в 5 миллионов рублей. Там будет установлено 20 мемориальных памятных плит с именами всех погибших шахтеров за весь период существования угледобычи в Воркуте. По словам игумена Николая, для продолжения строительства храма требуется больше 10 миллионов рублей. Если получится собрать необходимую сумму, то все работы, включая внутреннюю отделку, будут завершены за 3 месяца. Александр Карепин, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Воркута.